Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Отстранение России от Олимпиады в Токио и международных спортивных соревнований – это одна из самых обсуждаемых в эти дни тем. Каковы юридические оценки этой ситуации? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Есть ли шанс возвращения флага страны? Об этом мы поговорим с председателем комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергеем Алексеевым. Сергей Викторович, здравствуйте. Благодарим, что согласились дать интервью нашему телеканалу, несмотря на разницу во времени между Якутском и Москвой. Ну и, наверное, начнем с того, как вы оцениваете сам факт отстранения России от участия в Олимпиаде и международных соревнованиях чисто с юридической точки зрения? Все упирается в статус РУСАДА, в статус соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. За последний год со стороны ВАДА прошли две аудиторские проверки, которые признали полное соответствие Российского антидопингового агентства требованиям Всемирному антидопинговому кодексу и по некоторым показателям даже признано одним из лучших в мире, то есть по показателям целевого тестирования и другим. Поэтому говорить об отстранении и приостановлении статуса РУСАДА в такой ситуации, когда сам же ВАДА признал его соответствующим, неправомерно. Прикручивают к этому вопросу те допинговые пробы, которые и базы данных хранились в Московской антидопинговой лаборатории, а потом передавались в ВАДА и там исследовались. Но РУСАДА как таковое, тем паче после тех глобальных реформ, которые под руководством ВАДА были осуществлены, оно никакого отношения ни к хранению, ни к передаче, ни к исследованию этих проб не имело. Поэтому по формальному надуманному признаку лишают статуса РУСАДА, в то время как само же ВАДА признало это агентство одним из лучших в мире. Поэтому получается абсурдная ситуация, и мы готовим документы по обжалованию этого решения в Международный спортивный арбитражный суд, как говорится в статье 23.5.4 Всемирного антидопингового кодекса. Как раз президент нашей страны Владимир Путин заявил, что у России есть все основания подать в суд на это решение. Более подробно, какие сейчас предпринимаются меры спортивным юридическим сообществом, и если дело дойдет до суда, какие у нас аргументы? Дело в том, что и комитет по соответствию, и группа экспертов со стороны ВАДА, они, так сказать, рассматривали вопрос по поверхности. Было такое формальное условие об аутентичности баз данных, которой располагает ВАДА, и той базы, которая оставалась в Москве, в Московской антидопинговой лаборатории. Но дело в том, что сравнивает ВАДА с той базой данных, которая была, по сути дела, украдена Родченковым и незаконно вывезена из страны, без всяких актов, представителей и документов. Поэтому эта база находилась в ведении Родченкова, в ведении тех, от кого он зависит, и сравнивать с этой базой, конечно же, нелепо. Более того, та база, которая оставалась в Москве, это так называемая база ЛИМС, она имела доступ до конца 2016 года, в том числе со стороны Родченкова и его сотоварищей, и из Соединенных Штатов Америки в эту базу зафиксировано свыше 400 входов. То есть на том этапе могли быть фальсификации. И более того, что после того, как базу данных из московской лаборатории была передана в начале 2019 года в ВАДА, в ведение ВАДА, дальше мы не имели возможности контролировать процесс исследования. То есть все проходило в закрытую, без наших представителей, вопреки международным юридическим процедурам. То есть кто там и что делал с этой нашей базой данных, мы этого не видели и не знаем. Поэтому все выводы и результаты, они надуманные, недоказанные и предприняты с нарушением международных юридических процедур, что и будет обжаловано в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне. А в случае, если даже решение будет какое-то предвзятое, есть еще ряд инстанций, и швейцарский трибунал, и другие органы, где можно дальше обжаловать это решение. Если говорить о сроках рассмотрения дела судами, то сколько примерно это может занять по времени? Общий процессуальный срок 3 месяца рассмотрения дела в КАС, но в случае, когда требуется более оперативное решение вынесения, то суд может пойти навстречу, более оперативно рассмотреть тот или иной спор. Но есть и прецеденты, когда затягиваются эти споры на несколько лет. Например, пример
с биатлонистами Зайцевой, Романовой, которые до сих пор, это по поводу Олимпийских игр в Сочи, до сих пор этот процесс находится в КАС и решение не вынесено. Поэтому это вопрос факта, но уверен, что до начала Олимпийских игр вопрос в судебном порядке будет уже рассмотрен, решение будет вынесено. А какие перспективы вы видите в обжаловании этого решения? Я вижу перспективы в наступательной юридической позиции по всем коллизиям, по всем вопросам, по всем претензиям, которые возникают в отношении российского спорта, в любом случае. Потому что до сегодняшнего дня в основном соглашательская позиция и политика ослика и морковки. И вот нам предлагают исполнить все условия, законные они, незаконные, взамен на то, что нас восстановят. Мы все выполняем, как это было с легкой атлетикой, с Русада в свое время это было. Нам выдвигают новые условия. То есть морковку эту укусить не дают, и продолжается эта политика, она не перспективная. Поэтому в любом случае по всем коллизиям и претензиям, возникающим в спорте, нужно, как в любой организации, иметь юридический отдел, куда поступают все эти коллизии, и где они все разбираются, рассматриваются и обжалуются, независимо от результата, который будет в судебном порядке вынесен. Поэтому наступательная юридическая позиция, уверен, по всем вопросам, в том числе и прежде всего поэтому, выведет российский спорт из такого большого политического кризиса. Как вы относитесь к перспективе выступления наших спортсменов в Токио без флага и без гимна? Я к этому отношусь крайне отрицательно. Статистика ВАДА говорит о том, что Россия по проблеме допинга занимает далеко не первое место. На первом месте в определенные годы Италия, Франция, США и другие. Но, как вы видите, вот такие карательные санкции впервые применяются и только к России. Поэтому это происходит травля российского спорта со стороны международных спортивных организаций. Это элемент целой системы притеснения и давления на Россию, наряду с финансовыми санкциями, наряду с давлением военным, расширением НАТО на восток, наряду с политическими санкциями. Поэтому к этому надо быть готовым, и пластинка это будет продолжаться постоянно до тех пор, пока пока международные функционеры спортивные не увидят, что мы в любом случае боремся, отстаиваем наших спортсменов всеми имеющими законными средствами. В предстоящие 4 года в России запланировано проведение целого ряда крупных международных соревнований. Насколько этот список может сократиться в связи с последними событиями? Этот список может сократиться применительно к Олимпийским играм, применительно к универсиадам, применительно к Европейским Олимпийским играм, другим мультимеждународным соревнованиям и к чемпионатам мира. Как вы считаете, как скажется вся эта ситуация на развитии спорта в целом, интересе болельщиков к спорту? И если все-таки Россия не сможет принять участие в Олимпиаде под своим флагом, как это может отразиться на карьере спортсменов, особенно начинающих и подающих надежду? Я уверен, что любые уроки, любые подрезания крылышек, они способствуют только движению вперед и более динамичному развитию того или иного явления. Во-первых, даже в случае карательного решения это подстегнет развитие национального спорта, развитие национальных чемпионатов. Например, в Соединенных Штатах Америки, в Северной Америке наибольшей популярностью пользуются именно кубки НХЛ, баскетбольной ассоциации, национальной бейсбольной, американский футбол, то есть национальные чемпионаты, проводимые профессиональными лигами. Олимпийские игры там интересуют людей гораздо и спортсменов меньше. Поэтому такая же ситуация подстегнется и в России. Поставлена задача президентом Российской Федерации довести количество занимающихся физкультурой и спорта к 2024 году не менее 55% граждан, а к 30-му и до 60%. Поэтому в любом случае задача эта будет выполняться просто более за счет развития национальных чемпионатов и за счет развития массового спорта. Поэтому я думаю, что развитие спортивного движения это не только не остановит, но и подстегнет, а сами международные соревнования, они проиграют от этого, потому что без участия российских сборных игры и чемпионаты, они становятся пресными, потому что нет достаточной конкуренции, состязательности, а это продукт, который продается спонсорам, рекламодателям, то есть убытки потерпят сами организаторы этих мероприятий.
Спасибо за интервью. Успехов вам в отстаивании прав нашего российского спорта. Это была программа «Актуальное интервью», но о ситуации с решением ВАДА мы говорили с председателем комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергеем Алексеевым. До встречи в эфире.